Общественная палата Республики Саха-Якутия – ключевой институт гражданского общества самого большого региона России. Палата обеспечивает взаимодействие жителей республики с органами государственной власти и местного самоуправления. На сегодня в составе палаты 66 общественных деятелей, 22 из которых делегированы главой республики, 22 от Государственного собрания Иль-Тюмен и 22 самовыдвиженцы, представляющие общественные организации Республики Саха-Якутия. С мая 2024 года действует пятый состав палаты, в который вошли представители разных общественных объединений, включая общественную организацию ветеранов тыла, труда и правоохранительных органов Якутии, просветительских, патриотических, женских, профсоюзных и молодежных организаций региона. В структуру палаты входит Совет палаты, комиссии и аппарат. Общественная палата является консультативно-совещательным органом, созданным для взаимодействия гражданского общества и власти, а также для осуществления общественного контроля. За эти годы общественная организация завоевала авторитет, является одним из самых активнейших наших институтов гражданского общества. За 15 лет мы прошли уровень общения между властью и народом, и считаю, что общественная палата как раз является мостом между властью и народом. А общественность, конечно же, это уровень, когда, может быть, у органов местного самоуправления, у правительства определенные есть проблемы по контролю за вопросами охраны природы. И здесь, наверное, общественная палата играет ключевую роль. По вопросам благоустройства, по исполнению тех или иных наших законов республики и федеральных законов. Наш комитет по государственному строительству и законодательству плотно общается с руководством общественной палаты, с членами общественной палаты. Всегда они участвуют на наших мероприятиях, которые мы проводим в части законотворчества, и, конечно же, вносят свои предложения. Сейчас задачи у общественной палаты тоже стоят высокие. Идет реформа местного самоуправления. Как она пройдет на местах, я думаю, что тема для контроля со стороны общественной палаты, конечно же, здесь должна быть. Идет очень бурное освоение богатств Якутии, и общение общественной палаты, как общественной организации, с недропользователями тоже должно выйти на новый уровень. Мы говорим о том, что сегодня ресурсы наших муниципальных образований не настолько емко наполнены, и как никогда, наверное, для того, чтобы все социальные гарантии государства доходили до наших граждан, здесь роль общественной палаты неоценима. Первое заседание членов Общественной палаты Республики первого состава состоялось 15 лет назад, 25 апреля 2011 года. В первый состав были включены 30 общественников, 15 от главы региона, 15 от общественных организаций. Председателями Общественной палаты 5 составов становились известные всей республике деятели, всей своей биографией, своими добрыми делами, внесшие существенный вклад в жизнь республики. В первом составе у нас были представители с районов, которые представляли юридическое сообщество. Были и судьи, были и прокуроры, поэтому, в принципе, в этом плане мы поработали, в принципе, неплохо. За годы своей работы практически мы подготовили норматив, по которому работает сегодня Общественная палата последующих годов. Это прежде всего был принят закон об Общественной палате. Конечно, Общественная палата второго состава очень активно работали в организационном плане. Это прежде всего создание общественных советов во всех районах. Мы практически побывали во многих районах нашей республики, где проводили форумы, а форумы каждый год менялись. И в результате этих форумов действительно нам удалось активизировать общественное движение в республике. Во многих районах были созданы сообщества некоммерческих организаций, но они начали активно работать. Помимо этого, практически Общественная палата очень активно работала с общественностью, со всеми резонансными даже публикациями в прессе,
Мы проводили очень много мероприятий, в том числе и по телевидению. Эти вопросы касались, допустим, городской жизни, прежде всего строительства школ в городе Якутске. Тогда школ не хватало, и даже так получилось, что после обсуждения в общественной палате, значит, правительство, мэрия города Якутска приняли программу. В тот же год, значит, купили 2 здания, ну и потом была разработана целая программа и по детскому питанию, и по детским детдомам и так далее. В общем, проводилась очень живая, активная работа. Мы принимали участие во многих общественных таких слушаниях, но это прежде всего, надо сказать, связано, допустим, вот со строительством химзавода. У нас стояли вопросы, первое, это, конечно, вопросы экологии и общественного контроля в вопросах экологии. Как вы знаете, в те года были большие пожары, вот, и актив общественной палаты занимался и как и непосредственно тушением пожаров. Я тоже сам выезжал в горный район на тушение пожаров, но и собирали гуманитарную помощь совместно с нашими общественниками, был большой штаб. Были вопросы по строительству атомной электростанции малой мощности в Арктике. Вот. И здесь тоже наш актив совместно с общественниками из Ущанского района выезжали в объекты Росатома, смотрели, как вообще работает атомная станция, что такое атомная энергетика, вот, и разъясняли населению. Был создан штаб общественного наблюдения, и во время выборов можно было в онлайн-режиме наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках. Впервые в России мы, например, сделали круглосуточное наблюдение за избирательными участками. Якутия одной из первых началась, еще до объявления специальной военной операции, мы начали собирать гуманитарную помощь и отправлять в ЛНР и ДНР. В сентябре 2022 года был создан координационный штаб. Здесь у нас была работа по юридической помощи, методической помощи. И вот опыт показал, что вот те законы, которые рождались именно обществом, вот в некоммерческих организациях, и либо в общественной палате, либо шли через общественную палату, они, как правило, более эффективные и проходят с первого раза. Надо отметить то, что в этом составе довольно-таки много молодых людей, которые приходят на смену тем людям, тем общественникам, которые могут передать свой опыт, являясь наставниками. И таким образом у нас имеется преемственность поколений по передаче общественного опыта и опыта работы с государственной властью и с населением. Мы работаем по обращениям граждан, и они затрагивают все, наверное, области жизни населения, то, что интересует или беспокоит людей. Это вопросы здравоохранения, это вопросы и субсидированных авиабилетов, это вопросы Арктики, это, конечно же, вопросы сельского хозяйства, вопросы образования, конечно же, очень важны, это вопросы специальной военной операции, медикаментозное обслуживание членов, участников специальной военной операции, работа волонтеров по обеспечению и поддержке наших бойцов, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Ну и на сегодняшний момент по подготовке общественных наблюдателей мы являемся в России, наверное, одними из передовых. Нас ставят в пример, ну и мы стараемся работать. Наш народ такой. У нас люди очень отзывчивые, и они болеют за свои деревни, за свои улусы, поэтому стараются откликаться на эти общие дела. Как все включаются, когда где-то в каком-то улусе происходит чрезвычайная ситуация. Наводнения, пожары. Наша республика, все, чем могут, кто как может, стараются помочь тем людям, которые попали в трудную, сложную ситуацию. Я хотел бы сказать слова благодарности всем волонтерам, всем людям, которые с чистым сердцем стараются откликнуться на любую беду, которая происходит вокруг, стараются помочь как-то и откликнуться. Ну, а мы, как общественная палата, как общественные советы в улусах, стараемся стать вот этим центром, который может консолидировать. Ну, в этом, наверное, основная наша задача.
Интересы институтов гражданского общества республики на федеральном уровне представляют лидеры Общественной палаты Якутии. Так, члены палаты, представляющие наш регион, выступают с инициативами, выражают мнение по актуальным вопросам жизнедеятельности северян на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Первое пленарное заседание Общественной палаты России прошло 22 января 2006 года в Георгиевском зале с участием президента России Владимира Владимировича Путина. И это действительно было такое событие, я думаю, не только в моей жизни, но и в жизни тех общественников, которые были включены в состав Общественной палаты России из регионов. И вот с этого момента началась та общественная работа, в рамках которой я по сегодняшний день работаю. Первый вопрос, по которому я выступала, это касалось, конечно, службы наших сыновей в рядах армии. Я ставила вопрос, чтобы был образован при Министерстве обороны Российской Федерации Координационный совет родительской общественности. А второй вопрос – это по закону о местном самоуправлении, тоже на следующем пленарном заседании. И третий вопрос, который я тогда тоже выступала в конце 2006 года, это уже о демографической политике в Российской Федерации. И тогда я отстаивала вопрос о том, чтобы тем матерям, которые сидят по уходу за ребенком, чтобы им отпуск оплачивали в течение 3 лет. Ну и, конечно же, эти годы включали в трудовой стаж. На Дальнем Востоке я смогла провести анализ тех социальных вопросов и принятия поддержки материнства во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Я могу сказать о том, что палата состоялась. Это площадка, где каждый желающий, имеющий какие-то проблемные вопросы, может подойти, озвучить, и потом палата, обсуждая эти вопросы, действительно вырабатывает те предложения, которые потом направляются в органы власти. 16 мая 2017 года Государственное казенное учреждение аппарат Общественной палаты Республики Саха-Якутия был уже создан. Впервые мы разработали такой детализированный регламент работы Общественной палаты, где все буквально пошагово было расписано. Мы начали проводить акции, которые проводятся и сейчас. Так впервые была проведена акция «Ранец добра». Это мы собирали школьные принадлежности для многодетных и малоимущих семей. Проводится до сих пор «Елка добра». Хочу особо отметить, когда было 5-летие воссоединения Крыма с Россией, именно здесь, в этом фойе, мы провели очень хорошую фотовыставку. Автором снимков был Андрей Федорович Хорошев, Андрей И. Он в то время был членом Общественной палаты. Хочу особо отметить, что мы провели в свое время большую работу под названием «Защитим Амгу». И именно на площадке Общественной палаты собирались экологи, неравнодушные граждане, жители Амгинского района и обменивались своими мнениями. И приходили к каким-то уже коллегиальным выводам. Это не вылилось в какое-то стихийное такое, противостояние. Сегодня Общественная палата республики решает вопросы по оказанию помощи семьям мобилизованных, военнослужащим, участникам специальной военной операции, тем, кто находится на передовой, в том числе по доставке гуманитарной помощи, сбору писем, поддержке наших воинов, защитников приграничных границ нашей Родины. Большую работу провели общественники в год защитника Отечества. Был организован ряд мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Да, я хочу процитировать Арсения Сергеевича Николаева, который при обращении к 5-му созыву палаты говорил:
действовать смело и решительно во благо населения республики. Мне этот тезис очень нравится, и будем работать в этом направлении. Я бы хотел от своего лица внести предложение по реабилитации участников специальной военной операции, их трудоустройству, а также сделать такие инициативы, как, например, награждение инвалидов боевых действий с тяжелыми увечьями, которые не все, к сожалению, имеют государственные награды. И было бы очень хорошо, если бы от Якутии мы вручали государственные награды инвалидам боевых действий, которые отдали ради защиты Отечества самое главное – здоровье и качество жизни. Общественность должен быть идейным, смелым и решительным. Одним из ключевых институтов гражданского общества в регионе, работающим в тесном взаимодействии с Общественной палатой республики, является Общественная наблюдательная комиссия Республики Саха-Якутия. Общественная наблюдательная комиссия – это независимый орган, который занимается осуществлением общественного контроля в местах принудительного содержания. То есть мы посещаем исправительные колонии, СИЗО, отделы полиции, ну и другие закрытые учреждения, где мы проверяем условия содержания осужденных, заключенных, доставленных, арестованных. Также мы принимаем обращения заключенных от их родственников на неправомерные действия администрации, на условия содержания, на неоказание медицинской помощи. На сегодняшний день у нас 7 членов общественной наблюдательной комиссии. Это 4 человека в городе Якутске и 3 человека в городе Мирном. Конечно, нам хотелось бы, чтобы на нашу такую большую республику было бы как можно больше людей, которые бы могли заниматься общественно полезной работой. Одной из основных целей деятельности Общественной палаты является учет потребностей и интересов граждан, также осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления. Подчеркнем значимость общественников в формировании общественного мнения. Организацией деятельности палаты занимается аппарат Общественной палаты, в составе которого работают высокопрофессиональные специалисты-эксперты. Всегда в гуще событий, все, что происходит в обществе, именно рассматривается на нашей площадке. Это площадка, на которой именно выступают наши жители, взаимодействие власти и общества. Они все к нам приходят с проблемами, которые сегодня они не могут справиться. И мы приглашаем на эту площадку органы исполнительной власти, законодательной власти, муниципальной власти. И вместе конструктивно принимаем решение, что необходимо сделать для того или иного случая. И хочу сказать, что за год в среднем у нас поступает более 2000 документаций, это входящая документация, и более 800 писем – это исходящая документация. То есть мы ведем огромный пласт работы, переписку, взаимодействие, как я уже сказала, с органами федеральной власти, региональной власти для решения тех или иных проблем. И я думаю, что этот институт очень важен, очень нужен. Не зря был он создан в свое время, президентом страны. Именно Общественная палата сегодня является площадкой для взаимодействия. То, что происходило в Булонском районе, произошло, Потом строительство химзавода, который тоже, людей очень взволновало это все. Проходили, были посылки на то, чтобы проводить митинги. И для того, чтобы сгладить такие моменты, наши члены палаты выходили встречаться с активистами, выезжали на место вместе с ними, предложениями выходили на уже руководство, правительство, на Российскую Федерацию. Члены палаты по направлениям своим выезжали, все время, постоянно. И обмен опытом был такой положительный.
Ежегодно одним из значимых мероприятий институтов гражданского общества является Гражданский форум. В 2025 году он состоялся под лозунгом «Гражданское общество. Консолидация во имя победы». Гражданский форум организовывается совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям, Общественной палатой при поддержке правительства Республики Саха-Якутия. Основной целью форума является содействие в развитии гражданского общества, организации открытого диалога, консолидации некоммерческого сектора, органов власти и бизнес-сообщества в решении вопросов социально-экономического развития региона. Пришедшие на смену первопроходцам общественные деятели нового поколения справляются со всеми поставленными задачами. Так, Общественная палата Республики Саха-Якутия демонстрирует высокие результаты, удерживая лидерские позиции по медиаактивности и информационной открытости среди общественных палат регионов России. По итогам последних лет по ряду показателей она входит в тройку лидеров рейтинга, опережая крупные субъекты Российской Федерации. Желаем Общественной палате Республики Саха-Якутия на рубеже 15-летия ее деятельности успехов в важной миссии – служить мостом между властью и северянами. Пусть работа палаты в 2026 году продолжит приносить плоды в развитии гражданского общества, новых достижений в контрольной и законотворческой деятельности на благо региона. Я желаю, чтобы 15-летний этап прохождения Общественной палаты, ее работы был проанализирован. Мы обязательно будем рады видеть на наших площадках, круглых столах, обсуждениях законопроектов членов Общественной палаты. Их мнение сегодня для нас очень ценно. И я хотел бы, чтобы мы вместе принимали такие законы, которые улучшают жизнь наших граждан. Я желаю всем счастья, здоровья, удачи. Нам, как тем людям, которые в свое время, будем говорить, стояли у истоков формирования Общественной палаты, приятно это видеть, и просто хочется пожелать им всего самого доброго, успехов в работе. Сейчас вот много вопросов, например, у предпринимателей, у них серьезная ситуация, вот, у наших сельскохозяйственных производителей. Все эти вопросы, они сперва рассматриваются в Общественной палате, в общественных советах, потом уже идут в органы власти. Поэтому здесь есть над чем работать, и хочу пожелать моим коллегам хорошей работы и удачи. С благодарностью хочу сказать всем тем, кто был членами Общественной палаты в течение этих 15 лет, кто свое личное время отдавал общественной работе. Я хотел их поблагодарить за то, что они есть, за то, что они работают. Многие из них до сих пор, выйдя даже из состава Общественной палаты, с нами тоже поддерживают связь, потому что они потом становятся экспертами Общественной палаты и с радостью откликаются на наши просьбы. Я считаю, те люди, которые занимаются общественной работой, это действительно люди с большой буквы. И мне бы хотелось пожелать всем, кто сегодня занимается в рядах общественников, развивает гражданское общество, чтобы вот это ваше добро, чтобы эта общественная деятельность всегда была в радость вам. И, конечно же, была направлена на благо жителей республики, своей родной республики. Ну и, конечно же, вот это добро, которое они несут людям, всегда возвращалось к ним. От имени аппарата Общественной палаты, от имени сотрудников мы хотим всех членов Общественной палаты, всех созывов горячо и сердечно поздравить с 15-летием, потому что получается, что институт Общественной палаты состоялся в нашей стране. 15 лет, конечно, это немного, но и немало. Такие активные, такие неравнодушные эти люди, помимо своей основной работы, они еще ведут огромную общественную работу. И в связи с этим хочу всех поздравить и выразить огромную благодарность всем членам Общественной палаты, не только нашего сейчас состава, но и всех лет. Дорогие, настоящие, сердечные наши друзья, поздравляю вас с 15-летним юбилеем.
с 15-летним юбилеем Общественную палату Республики Саха-Якутия. Вами столько сделано и пройдено за эти 15 лет. Ваши проекты оценены на самом высоком уровне. И сегодня здесь, на Питерском экономическом форуме, конечно, для меня столь значимо поздравить вас. Я желаю вашей палате процветания вашим делам, процветания вашим проектам, процветания лично вам, дорогие мои друзья. Здоровья, счастья. Что еще может пожелать стройной России? Конечно, оставаться в форме. Саха Республикатын Общественная палата членнері. Эгени 15 сыллағы юбилейгітінен Сунтар улуғын общественный сүбетін атыттан ағадделейбіт. Бу 15 сыл тұқары әхеге народ тұғығар тұрорсар күстәқ санағыт, үтө үләғыт, республикавит сайдытығар тұстақ қылаты келлерді. Қазбирди бағарылыбыт вопрос, қазбирди кеhe олаға чепчерігер, жоллақтық оларорғар терердер қынат болу. Инникитен дағаны түмсүләқ народ интерехін көміскен дойдуыт чечерерін тұғығар үләли хамсы тұроғың. Уруй айхал! Чаген тұрғы. Саңа сетихилері. Үрдік жолу бағарабыт. Түмсүләқ үләбіт, республика бит, инники сайдыта.